Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хотела бы рассказать вам лекцию о традиционном использовании конского волоса в материальной культуре якутов. Это мероприятие будет проходить в рамках Международного дня музеев в музее имени Ярославского. Сегодняшняя лекция будет посвящена именно изделиям из конского волоса, которые хранятся в нашем музее, в наших запасниках нашего музея. Плетение из конского волоса – это одна из древних ремесел, которые сохранились еще с эпохи неолита. И, как известно, сети уже использовали в эпоху неолита, и в последующем это ремесло, одно из древнейших ремесел, плетение из природных материалов, было развито достаточно хорошо и у якутов. Вообще конский волос, он отличается по софту, по цвету, и вот его вот такие вот качества определили его применение, широкое, притом, надо сказать, применение во всей материальной культуре якутов. И, во-первых, можно разделить по характеру применения волоса. Это одежда, хозяйственные принадлежности, бытовая утварь. И самое, конечно, широкое применение получило оно как часть упряжи конского снаряжения. И сегодняшнюю лекцию я хотела бы вам показать вот именно те предметы, которые были сделаны в XIX веке и в начале XX века. Это старинные предметы, артефакты, которые хранятся в запасниках нашего музея. И вот один из старинных вот таких предметов – это шляпа женская, сплетена из черного конского волоса и из хвостов лошади. Хвост лошади, вообще конский волос получали двумя видами. Это как с хвоста лошади и самой гривы. И также его разделяли по цвету. Основные цвета это был черный волос и белый волос. Как упоминает в своей книге Серошевский, у якутов более ценился белый волос, белого цвета, конский волос белого цвета, потому что его использовали для плетения сетей, также неводов и для петли для охоты на зайцев или на мелкую дичь. А черный волос он использовался в основном для бытовых принадлежностей и для одежды. Это женская шляпа из конского волоса. Поступила нам из Вилюйского округа в начале XX века. И, как видите, здесь очень качественно выполненная работа свидетельствует о хорошей работе мастеров Вилюйского округа. И также свидетельством может использование вот таких именно шляпок у женщин свидетельствует фотографии старинные. Наверное, вы видели в старинных фотографиях, что женщины именно носят вот такую широкополую шляпу из конского волоса. Это в начале XX века. А мужчины в виде головного убора носили вот такие фуражки из конского волоса. Сплетена она из конского волоса двух цветов, скрапление белого волоса, и основное поле сделано из черных волос черного цвета. Имеет околыш, и также вот по форме практически она повторяет фабричный головной убор, кепку и фуражку
И в то время, в начале 20 века, он был вполне как традиционный костюм мужской входил. Вот такой вот картуз. Также в нашем музее хранится один интересный артефакт, который был сделан тоже из конского волоса. Это волосяные очки для глаз. По всему периметру подшиты, окантованы ровдугой, тонкой ровдугой, и также для закрепления имеются вот такие ровдужные завязки. А все основное поле, оно сделано в виде сетки из черного конского волоса. И вот такие вот очки использовались в конце 19 века, в начале 20 века для защиты глаз от яркого цвета и пыли. Вот, и называется оно по-якутски чарапче. Вот такой вот интересный артефакт. Также следующий еще интересный, один, насколько я знаю, единственный, можно сказать, в своем роде предмет, это перчатки, связанные из конского волоса. И связаны они крючком, и они декорированы геометрическим узором. Это пара перчаток поступила в 20-х годах из Таттинского улуса. Также свидетельствуют вот перчатки о том, что люди довольно-таки хорошо владели вот таким плетением. Очень интересные перчатки и использование конского волоса. Однозначно интересные даже. Так, и следующий вариант использования конских волос еще в начале 20 века начали женщины, и вообще-то у мужчин это дело, у мужчин больше превалировало, они начали носить карманные часы. Вот к этим карманным часам были сделаны специальные длинные металлические цепочки вообще-то. Но якуты начали использовать, и для него сплели вот такие длинные цепочки из конского волоса. Они уникальны в своем роде. Опять же, и вот такие вот цепочки, они и по цвету, они как бы 2 по 2 идут, 2 черных, 2 белых волоса, из 2 белых волос, овальные вот кружки в виде цепочки нанизаны. Сделаны из конского волоса, они длинные. А еще бытовали, оказывается, еще такие фигурным концом для часов цепочек, вот такие вот с бубенчиками, опять же связанными из конского волоса, специально для карманных часов. Так, это из белого конского волоса, а также из черного конского волоса, полностью из черного конского волоса. Опять же цепочка, сделанная очень аккуратно, красиво, изящно. И как свидетельствуют исследователи, как пишет Виленский в своем труде, в 1916 году таким волосяным промыслом занимались семьями. В Мегинском улусе семья Посельских, состоящая из 6 человек, занималась этим промыслом. То есть они именно ремесленный вариант, начался ремесленный вариант обработки именно конского волоса, который поступал на рынок, на продажу в город Якутск, или же вилюйские мастера, опять же по свидетельству Виленского, они продавали вот и свои изделия в городе Вилюйске
в начале 20 века половики и коврики, то есть циновки. Одна циновка стоила от 1 рубля до 5 рублей. Цена варьировалась от размера. Вот циновки, они имели традиционный характерный узор черно-белого цвета или состояли из полос или же узора тангалай. И эти коврики, по-якутски называется сёрюэ, бытовали до середины почти 20 века. Перед вами циновки, которые называются по-якутски сёрюэ, и они изготавливали их из, опять же, из конских волос. Циновка украшалась традиционным геометрическим орнаментом тангалай, зигзагообразный узор, и также варьировали цвета, подбирали цвета черный, коричневый, белый оттенок из конского волоса. А также рядом лежит коврик, циновка, то есть сёрюэ, из конского волоса, которая называется сюмсёрюэ или сюмтеллах. И этот коврик сплетали из конских волос и также веревки, из которых плели вот этот ковер, вплетали очески из волос крупного рогатого скота. Во время линяния получали вот такой шерсть с коров, вычесывали и его вплетали в конский волос. И это сюмсёрюэ отличается тем, что он намного мягче, и он не такой колючий, можно сказать, чем сёрюэ из конского волоса, только из конского волоса отличается. И размерами они практически одинаковые. Они применялись для покрытия орон, то есть нары, в жилище, и поэтому они где-то приблизительно 2 метра на 1,20 на 1,30 получается шириной. Как мы с вами говорили, что наиболее широкое применение конский волос нашел именно в снаряжении конской упряжи. Одним из таких элементов является плетка, выполненная рукоять у него сделана из дерева, обернута медной пластиной в виде спирали, а вот рабочая часть плетки самой, она сделана из волосяных шнурков, которые основа сделана, начальный вариант — это одна плетка, которая раздваивается, и те раздвоения, оно дальше увеличивается до 4 плетей каждой. Итого называется кнут восьмихвостка. Таким образом вот это. И украшали вот такие кнуты ровдугой. К рукоятке подвешивали специальные петли. Они украшались бусами и медными пронисками. Прониски украшали геометрическим орнаментом. И вся эта нарядный предмет, он входил в комплект невесты, приданое невесты. Следующий предмет конского снаряжения — это коврик бото. Называется по-якутски бото. Существовал вообще вот такой коврик 2 видов. Один травяной, другой из конского волоса. В наших фондах хранится коврик, сделанный из конского волоса. Основная часть сделана из оческов меха крупного рогатого скота с вплетениями в нити конского волоса, а края обрамляют конский волос. Узор такой же традиционный, как и у сёрюэ, он такой же зигзагообразный тангалай охор.
И следующий предмет – это веревка селе. Она сделана опять из конского волоса двух цветов, варьируется белый и черный конский волос. Длина его больше 20 метров. Селе использовали для привязывания жеребят во время удоя. И пока доили кобыл. И сделаны, к нему подвешивали вот такие специальные 9 перемычек, вот таких поперечин деревянных, которые были прикреплены ровдугой именно к веревке. И эти поперечины называются карага, по-якутски называется карага. К ним привязывали жеребят во время удоя. Но это не простой хозяйственный предмет, а он имеет свое ритуальное свое значение, вот этот предмет, и поэтому он украшен вот такими бусами и медными пронизками, что свидетельствует о его многоцелевом, так можно сказать, его использовании в хозяйстве. Не только как предмет утилитарный, простой, да, но он и нес свою определенную и ритуальную функцию. Использовали его во время доения кобыл, привязывая к нему жеребят. Но именно у него присутствует опять 9 вот таких поперечных деревянных брусочков, которым привязывались жеребята. Именно 9 штук. Для жеребят использовали вот такие недоуски, сулар, кулон сулара называется по-якутски, которая была сплетена опять из разных цветов с использованием различного оттенка и конского волоса. Оттенки варьируются от коричневого, белого и желтоватым оттенком. Светло-коричневый оттенок придается этим волосам. И как пишет известный этнограф Попов в своей статье, что якуты издревле применяли метод окрашивания конского волоса. Такой вот цвет коричневый, да, они получали, именно вот такой цвет они получали, когда варили, кипятили конский волос в отваре хвоща. Сибикте называется по-якутски. А другой еще оттенок получали они, вот такой зеленовато-желтый оттенок, вот здесь мы видим хорошо, да, вот этот белый волос конский окрасили в отваре ягеля, лабакта, и получили вот такой желтовато-зеленоватый оттенок. И таким образом варьирование оттенков конского волоса, да, получается довольно-таки широким, и эстетическое восприятие у человека расширяется, эстетические возможности, вот, казалось бы, утилитарных вещей, они расширяются. Это арктах сулар называется по-якутски, недоуздок конский. Поступил он в 1964 году из Алекминского района, село Токко, был куплен у Ракеева и украшен необычными вот такими розетками, которые надо розетки в виде цветка, но, скажем так, они не очень характерны для якутской культуры, вот такие вот типа розетки, но само изделие выполнено очень качественно, хорошо из конского волоса. Опять же, здесь идет использование оттенков, окрашивание вот этого волоса. Очень интересный предмет, вот такой. Перед вами уникальный предмет декоративно-прикладного искусства якутов, чепрак, который по-якутски называется бахар. Центр этого чепрака, он сплетен из конского волоса двух цветов, черного и белого. Центральный фон сделан из полос черного цвета, а узор, лирообразный узор, он сплетен из веревки конского, белого цвета конского волоса. И все, центральный узор обрамлен шашечным узором из черно-белых волос. А
Обрамляет чепрак ткань, хлопчатобумажная ткань. И также украшены ровдужными веревками, подвесками, вот такими, кистями. Таким образом, уважаемые зрители, мы с вами сегодня посмотрели удивительные предметы, которые были сплетены из конского волоса уже 100 лет тому назад и которые хранятся в нашем музее. И у вас иногда, правда бывает, иногда бывает возможность увидеть их воочию, но полностью увидеть и всю коллекцию посмотреть вы можете именно в этих лекциях, которые мы посвящаем именно ко Дню музеев. И поэтому хотелось бы, чтобы вы увидели и посмотрели именно в это время мероприятие, которое называется «Ночь музея». Спасибо за внимание.